Сейчас, Юра, мы проведем с тобой занятие, как я проводил с Прасковьей Ивановной. Первоначально, Джек, место, выходи. Выходи. Иди сюда. Не хочет. Так, зачем мы вели с ней видеозаписи? Зачем мы с ней вели видеозаписи? Место, иди на место. Иди на Значит, место. я первоначально рассказал ей о следующем, что 21 век это век информационных технологий. Век информационных технологий. Иди на место. Дальше, что она что она уже пожилая, некрасивая, говорит, через 3 года будет все нормально. Но в то же время, Иди себя хорошо, иди на место. в то же время есть такое высказывание: рукописи не горят, горят. Я сам наблюдал, как в Сочи в одной из школ выносили, все в КАМАЗ грузили в мешках и вывозили, сжигали. Это было. А что в интернете, по крайней мере, оно будет свободно и доступно. Вот на данном этапе для того, чтобы отыскать ту или иную информацию, необходимо, вот мы сейчас в поисковой строке набрали Прасковья Ивановна Чисталева. Вот она просила в итоге рекомендовала мне, чтобы мы сделали, все это объединили, и получилась у нас видеокнига. Но вот я обращаюсь к молодому поколению, либо тем студентам, которые учатся в университете, либо даже колледже, либо в школе, Нюрчинской, допустим, или в Вильгардской, либо в колледже искусств, где ее просили назначить и назначали быть директором, но она отказалась. Так, что мы здесь просмотрим? Посмотрим в день ее рождения. В день ее рождения. Так. Вот здесь уроки мужества проводили, а и Бобракове она рассказывала. Так, и Бобраковой. Ну давай вот в то же время, как она сама читает стихи «У вечного огня». Вот здесь сейчас немножко зависло. Либо подождем. Я хотел перейти к другой теме. Другая тема будет называться так. До каких пор живет человек? Вот мое мнение следующее. Человек живет, пока он востребован родом, то есть окружением семьи, народом, иначе он уходит в природу. Я наблюдал достаточное количество смертей, к этому меня учил отец, когда в Комсомольске мы хоронили многих, и после мирных атомных взрывов было белокровие, но в то же время я эти отчеты статистические писал. Он мне просил, потому что рука у него не поднималась. При мне ушла из жизни бабушка Духанина Ольга Васильевна, похоронена в Комсомольске. Мы ездили в прошлом году, поставили оградку, а до этого мы ездили, поставили памятники. Она захоронена вместе с Слободчевой Верой Ивановной. Получается следующее: если по роду, в роду идет какой-то конфликт, тогда человек стремится к народу. Вот Прасковья Ивановна хотела читать стихи. Владимир Тихонович Пыстин ей выписал направление Максаковку. А врачи в итоге, здесь было понятно, что у нее стенокардия, что у нее приступы ночные. И до этого я ей говорил, надо принимать нитроглицерин. У нее нитроглицерин ассоциировался с толом, то есть с взрывчатым веществом. Но потом, когда все, когда мы были в 3-й поликлинике, сразу же направили в Вежу. В Вежу я там провел организационно-методическую работу, к ней нормально относились. Потом, она не хотела в кардиоцентр. Перевели в госпиталь к Борису Ирвановичу Захарову. Там немножко получается,
какой-то врач сказал следующее, что вам необходимо ложиться в кардиоцентр. Либо через дорогу, да, А через дорогу у нас что? кладбище. Понятно. 8 мая 2016 года у меня с Прасковьей Ивановной состоялся последний разговор, последняя встреча. 9 мая в понедельник я уезжал на Кубань. Она со мной провела последнюю беседу, проанализировав, логарифмировав весь свой жизненный путь, что она все сделала, а ты знаешь, что она как бы собиралась уходить и не раз. И предложение врача, который сказал. Но она сказала следующее, что мне запретили, не дали медицинскую справку в Максаковку. А два пути, либо в кардиоцентр, либо на кладбище. Я выбираю второе. И вот через 21 день это циклы. Ее выбор. Значит, получается, Состоялся. она пошла по косинусоиде, да. Да. В то время как все эти дни в Новокубанске лил дождь. Все Итак, предыдущие дни. все предыдущие. Значит, 8 мая было воскресенье, 29 мая тоже было воскресенье. Но по старославянскому календарю, связанного с историей Рима, в этот день ушла муза. Мгм. Ушла муза, которая... Чем руководит у нас муза? Творчеством души, которая должна трудиться и день, и ночь, как сказал поэт. Прасковью Ивановну, как бы там ни было, она была скромной, стеснительной. Но в то же время в поэтическом плане получается, что как любому ученику, учащемуся, ей нужен был щелчок, то есть переключение триггера. И Юрий Ионов это сделал. Юрий Ионов с кем ее сравнил? Юрий Ионов – это один из наших замечательных поэтов Сыктывкара и Коми. Он Троицко-Печорский, мы с ним дружим и дружили, встречались в Комсомольске, в Троицко-Печорске на конференциях комсомольских. Он ее сравнил с Ахматовой и Цветаевой. Дальше в Москве на съезде рекомендовали. Но получается следующее, что я через это все прошел. Здесь как-то если бы она была на коме, тогда бы ее продвинули. А поскольку она славянка, то никому в итоге ее творчество здесь не нужно. В то же время это была самая великая российская поэтесса при возрасте достигнутого в 93 года, при полном понимании и сознании, писавшая и декламирующая на память свои стихи. Это таких поэтов я вообще даже и не припомню. Но сейчас в итоге получается, чтобы отремонтировать двор, нужно голосовать. Чтобы просто-напросто издать книгу, надо писать проект. Да. И потом встречаться с этими всякими экономистами, юбистами, которые тебе вынесут все твои, вскипятят мозги. Припудрят. Да. Так, нет такого понятия трудные дети. А есть понятие другое.